Этот сюжет снят в Греции. Украинские женщины толпятся у агентства по набору домашнего персонала. Зачастую им приходится ночевать на улице, и каждый день просто необходимо приходить к стойке с объявлениями в надежде получить работу. Но многие говорят, что такая жизнь лучше, чем голодная смерть на родине. Самое печальное, что советские дипломы врачей и учителей в Европе не признают. И даже квалифицированные украинцы вынуждены мыть полы. Но даже такая работа считается престижной. Я в лекарне лежу, то она звонит: мама, маешь гроши, чи не маешь? Конечно, вот я лежу в больнице, она спрашивает, есть ли у меня деньги. Если нет, то она мне дает время от времени и просто так высылает. Если бы не она, я бы не выжила. Через внука, который на Украине передает. Я сама стараюсь не просить. Если нужно, внук придет и денег принесет. В Италии живет одна из самых больших украинских диаспор в Европе. А чаще всего украинскую речь можно услышать в Неаполе. Этот город известен своими криминальными разборками, и часто девушки и женщины, приезжающие сюда на вакансию домработницы или поварихи, оказываются на улице и становятся проститутками. Тамара живет в Италии уже 11 лет. Сюда она приехала из Украины и недавно решила в интернете поделиться своими мыслями о жизни в Неаполе. Да, в Неаполе развитая проституция. Но здесь большинство стоят негры, негритоски. Может быть, где-то есть и наши, я не знаю, за это я не могу сказать. Потому что они там мешаны, они под мостами стоят, и вот здесь на рынке стоят тоже. Но на рынке стоят большинство черные, молодые, красивые. Но старых никто не хочет. Елена Турусова год жила в Чехии, стояла за прилавком кафетерия в университете. Теперь она планирует поехать в Европу. На этот раз, скорее всего, в Италию. Там можно устроиться в богатую семью няней или кухаркой. В Ивано-Франковске останутся дочь и внук. Женщина говорит, что страшно оставлять детей в такое неспокойное время, когда страна может разделиться на несколько частей. Для россиян некоторые комментарии местных жителей кажутся как минимум странными. Складывается такое впечатление, что все они реальные жертвы пропаганды. Никогда бы в жизни не поверила, если бы мне еще с детства сказали, что когда-то, извините, Россия нападет на Украину. В жизни бы не поверила. В жизни. У меня очень много там знакомых в Крыму, да, и говорят, что там беспредел делается. Беспредел полностью. Например, начинают выгонять людей с собственных квартир. Вот если люди, например, знают, что приватизация частная собственность, то они сейчас вводят закон расприватизацию. Вот. Там, где у людей были дачи, сейчас начинают забирать дачные участки под личные строительства. Беспредел. Эти кадры в западных частях Украины не показали. Так отмечали воссоединение России и Крыма в Симферополе. Сотни людей вышли на улицу с огромным флагом своего полуострова. Каждый пришедший сюда сделал свой выбор на референдуме и проголосовал за Россию. Если бы мы остались в Украине, с Украины, нас бы, просто был бы геноцид, я бы хочу сказать, да? Нас бы просто нигде бы не пропускали, потому что там достаточно радикальные силы, которые настроены против нас. А от России мы ждем только одного – уважения, понимания и дать возможность нам развиваться. Елена Турусова считает, что Крым у Украины отобрали. Россия захватила полуостров военным путем и держит всех жителей в заложниках. И она готова снова выйти на Майдан и хорошо понимает тех людей, которые решили отстаивать свои права на площадях по всей стране. Просто кончилось терпение. Майдан – это было понятие, что у людей просто сорвалось терпение. Терпеть вот это вот все криминалистическое, то, что не доплачивают социальные помощи, обманывают. Полностью криминальная стала структура у нас на Украине снова с этой вот властью. Видите, заангажованность. Там информация совсем другая в России. Там другая информация. Там говорят, что нас здесь убивают, кто говорит по-русски. Хотя я половинчатая, я русскоязычная, наполовину украинка. Это никто тут мне не мешает общаться. Но говорить на русском на западе Украины стараются все меньше. Особенно сейчас,
когда люди уверены, что Россия готовится к войне. Например, Клавдия Аксентьевна перед камерой немного сбивается, долго думает, пытается подобрать слова. Корреспондент уверяет женщину, что можно отвечать и на русском языке, если ей так будет легче. Но она недоверчиво смотрит на гостей и наотрез отказывается от этой идеи. Я дуже дивуюся тій Восточній Україні, що вони... Я удивляюсь тем русским с Восточной Украины, которые взяли себе в голову, что здесь бендеровцы ходят, убивают и режут русских. Сколько к нам с России приезжают, никто никого не убивал. Вот в октябре у нас была свадьба. Приехала родственница из Керчи и говорит: «Тетя Клава, я на русском языке только могу говорить». А я ей: «Ну хорошо, говори на русском, я тебя понимаю». Теперь я ей звоню и спрашиваю: «Ну что, тебя били, обижали за то, что ты говорила на русском языке?» Это видео недавно появилось в интернете. Молодые люди в масках отбирают у прохожих в центре Львова вещи красного цвета. Потом толпа националистов разрисовывает здание Сбербанка России и закидывает петардами офис другой компании. Закидали, все закидали. Ганьба! 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 А это штурм рынка в Ивано-Франковске. Разъяренная толпа вывела директора предприятия на улицу и заставила встать на колени, только потому, что он был депутатом от пророссийской партии регионов. На колено! На колено! На колено! Це Україна! Москаля куда меня? Москаля куда меня? Москаля куда меня? Москаля куда меня? А это тоже Ивано-Франковск. Тысячи молодых людей собрались на площади. В это трудно поверить, но все эти парни и девушки – школьники, которые пришли на торжественную линейку гимназии. Говорить о толерантности к русским здесь не приходится. Хто не хоче бути в Україні? Росія. Росіяни. Паспорт здавай і в Росію. А якщо ти хочеш жити на Україні, будь українцем. Я не маю проти, щоб була друга російська мова. За кадром Мария Терлецкая рассуждает, что в России бы никогда не разрешили второго государственного языка. Многие эксперты уверены, жители западных регионов Украины стали заложниками телевизионной пропаганды. Ведь согласитесь, что такие слова из уст пожилого человека звучат более чем странно. Как и в СССР, в национальных республиках в нашей стране люди говорят, кроме русского, и на своих родных языках. Например, в Татарстане на татарском, а в Бурятии на бурятском. И эти нормы прописаны в законе. Некоторые специалисты говорят о том, что это лишь элементарные пробелы в образовании. Ведь Ивано-Франковск никогда не был культурной столицей. Ну, мені здається, що, звичайно, вони дуже Мне кажется, извините, русские тупая нация, если они себя так ведут. Мы имеем много моральных ценностей. У нас есть соборность, своя какая-то политика. У нас больше любви. Поэтому они нас и хотят захватить, чтобы мы стали ненормальными. Это популярная телепередача «Украинцы офигенные». Один из фрагментов программы рассказывает о том, что пирамиды Хеопса, Стоунхендж, удивительные храмы ацтеков и даже Колизей – все это построили украинцы. Ведь именно они были протоцивилизацией, другими словами, первыми людьми на Земле, от которых потом пошли все остальные народы. Конечно, это всего лишь шутка. Программа юмористическая. Но эксперты считают, что именно так, через юмор, проще всего закладывать нужные установки в человеческое подсознание. А это уже вполне серьезная программа на канале СТБ.
В ней говорится о книге «Страна Моксель» или «Московия», в которой автор пытается доказать, что русские и украинцы происходят от разных народов, а Россия не имеет никакого отношения к славянам. Удивительно, но в последние годы именно за такие научные в кавычках теории, исследования и взгляды на Украине и вручали национальные премии. Но сейчас украинцам не до научных сенсаций. Впереди президентские выборы. На Западе с нетерпением ждут завершения политической гонки. Многие собираются пойти и отдать свой голос за одного из кандидатов. Люди надеются, что новая власть исправит ошибки прошлой, и страна наконец-то сможет спокойно и мирно жить. Появятся рабочие места для молодежи, а коррупции станет меньше. Правда, в списках претендентов на пост главы государства совсем немного новых лиц. В этом длинном листе и женщина с косой Юлия Тимошенко, и имеющий 2 судимости Олег Ляшко, нацист Олег Тягнебок, глава Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович и олигарх Петр Порошенко, которому принадлежит один из самых популярных каналов Украины, где каждый день показывают, как Россия готовится к военному вторжению. Должен сказать, что многое в этом репортаже нам пришлось оставить за кадром. Мы посчитали неэтичным показывать украинских деток, которые рассказывали нашей съемочной группе, что все русские плохие и злые, а себя они с гордостью называли бандерятами. Не показываем вам, как восточные украинцы посылают проклятия в адрес своих же сограждан в западной части страны. Материалов, которые не вошли в эфир, вполне хватило бы на докторскую диссертацию какого-нибудь психиатра, который, изучив их, наверняка поставил бы точный диагноз украинскому обществу. Хочется верить, что болезнь, которой болеет сегодня вся Украина, еще излечима.